Добрый день! Я шеф-повар Данияр Деркимбаев. Я хотел бы поделиться идеями о вкусной и полезной пище для маленьких детей. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о чем-то важном для всей семьи. Вы когда-нибудь слышали о 1000 днях окно возможностей? Это время от беременности женщин до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие ребенка до развития его полного потенциала зависит от питания и ухода в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться рецептами, которые будут полезны для вашей семьи. Все ингредиенты доступны в магазинах, и я думаю, они понравятся вашим родным. Итак, начнем. Сегодня мы приготовим с вами пюре с тыквой, но прежде нам нужно помыть руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. А сегодня мы приготовим с вами пюре из тыквы. Для этого мы с вами должны использовать тыкву и воду. Но также я вам дам хороший совет, что вместо воды мы можем использовать грудное молоко для кормления ребенка, либо для взрослых детей мы можем использовать коровье молоко. Первое, что необходимо сделать, это почистить тыкву. Делать это нужно аккуратно, поэтому я возьму нож и в первую очередь удалю семена. Теперь необходимо очень аккуратно снять жесткую кожицу с тыквы. Для этого тыкву надо порезать на небольшие ломтики. Вот таким образом, как это делаю я. Когда тыква порезана на небольшие ломтики, я могу ножом аккуратно удалить жесткую кожицу. Сегодняшний рецепт пюре из тыквы, который является отличным завтраком для детей от 6 месяцев, это самое время для начала дополнительного кормления. Грудное молоко содержит все питательные вещества и жидкости, которые нужны младенцам в течение первых 6 месяцев жизни. После 6 месяцев грудное молоко остается важной частью питания ребенка, но необходимо добавить и другие продукты для удовлетворения растущих потребностей и нужд ребенка в питательных веществах. Очень важно и полезно начинать дополнительное кормление для вашего ребенка с овощных и фруктовых пюре. А теперь тыкву нужно помыть. Блюда, которые едят дети, должны быть плотно питательные, поскольку у детей маленький желудочек, и они не могут потреблять много пищи за один раз. А также блюда должны быть разнообразными, чтобы продукты были разнообразны для детей. Начало дополнительного кормления 6 месяцев требует любви и терпения. Дети 6 месяцев учатся есть. Для них все новое, и вкус, и текстура еды. Опекуны, родители, должны выделить достаточное количество времени и убедиться в том, что ребенок поел и получил достаточно энергии и питательных веществ. Пожалуйста, не забывайте, что ребенку необходимо 3-разовое питание и 2 перекуса из разнообразных продуктов. Кормление должно быть частым, но немного, поскольку у ребенка маленький желудок. Когда вода закипит, то мы можем добавить тыкву. Кастрюлю с будущим пюре ставим на огонь, доводим воду до кипения и добавляем тыкву. Варим в течение 20 минут, а когда тыква станет мягкой, то она уже будет готова.
Фрукты и овощи желтого и оранжевого цвета, такие как тыква и морковь, содержат витамин А. Витамин А необходим нашему организму для зрения и гладкости кожи. Как только тыква станет мягкой, значит она готова. Мы можем выложить тыкву в другую посуду. И теперь измельчим тыкву с помощью сита, либо с помощью блендера. Я буду использовать блендер. Также в это блюдо необходимо добавить молоко. Для детей выше 6 месяцев и для взрослых мы добавим обычное коровье молоко. Дело в том, что детям до 6 месяцев коровье молоко давать не рекомендуется. Оно слишком тяжелое для них. Также тыкву можно сочетать с рисовой и пшенной кашей и даже с мясом. Но это ребенок может попробовать только к 7-8 месяцам. В сыром виде тыкву давать нежелательно. Ну что ж, наше пюре готово, и теперь мы можем приступить к сервировке. А теперь перекладываем наше пюре в розеточку или небольшую чашечку. Аккуратно, чтобы получить доступ к сегодняшнему рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. А теперь перечислим ингредиенты, которые мы использовали для сегодняшней программы. Основные ингредиенты: 200 грамм тыквы, 1,5 стакана воды или молока. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!